Переселение из аварийного жилья, работа коммунальных служб и высокая стоимость продуктов питания. Эти проблемы озвучили жители Зырянки перед членами правительства Якутии. В Верхнеколымском районе прошли традиционные отчеты республиканских властей. Что еще волнует сегодня местное население, расскажет Наталья Ломанова. Члены рабочей группы отчитались во всех 6 населенных пунктах района. Жители сельских поселений задавали вопросы, касающиеся поставок топлива в район, стоимости социально значимых продуктов в филиале Якутопторга, работы коммунальных служб. Не менее значима последняя проблема и для жителей районного центра. Я вчера была у одной бабушки. Человеку 80 лет, она живет в таком жилье. У нее в потолке дырка на чердак. И она говорит, вот как таять начинает, сразу вся вода у меня. Обращаюсь в разные инстанции, никто не помогает. Ну как это так? Мы направим сюда специалистов, комиссионно будем определять эти проблемные вопросы и принимать меры по, в том числе и ремонту, по текущему ремонту, а также по работе управляющей компании. Я так полагаю, что очень много вопросов в части работы управляющей компании. Одной из основных проблем для многих жителей Зырянки является переселение из аварийного жилья. Верхнеколымский район и поселковый муниципалитет активно участвуют в соответствующей программе. Так, в 2015 году введен в эксплуатацию очередной жилой дом на 44 квартиры, в планах строительства еще 2 многоквартирных домов. Тем не менее, проблема далека от решения. По поселку Зырянка, по Затонской части, конечно, это дома 60-х, 70-х домов, но они фактически все аварийные. Но федеральный закон есть федеральный закон. Здесь сегодня необходимо усиливать работу для того, чтобы после 2017 года все-таки эти дома были признаны аварийными ветхими. Они уже признаны, но именно по нормативу в программу вошли те дома, которые признаны до 1 января 2012 года. Но, по крайней мере, поэтапно, пошагово работа идет. Требует решения и такие важные для района вопросы, как поддержание объемов поставок и качество транспортировки местного каменного угля, обеспечение высокотехнологичным медицинским оборудованием районной больницы. Эти и другие вопросы взяты членами рабочей группы правительства на контроль. Наталья Ломанова, НВК «Саха», Зырянка.